С Алашара мы сотрудничаем давно. Очень много проектов, то, что мы вместе работали. И мы выезжали с Алашара вместе и в Абхазию, там, не помню точно, не скажу какой год, но проводился фестиваль культуры и спорта народа Абаза. Я помню, на площади, театральной площади в Сухумах был большой грандиозный концерт, где были представлены песни и танцы абазинского народа. Очень хороший фестиваль был, мы принимали участие. Потом все проекты, которые реализуются Алашарой на территории нашей республики, мы стараемся тоже быть вовлечены в эти проекты и программы. И такое хорошее сотрудничество у нас с Алашарой, именно вот с театр танца. В принципе, мы и сотрудничаем со многими другими объединениями, но вот с Алашарой как-то мы более тесно работаем. Я скажу так, что мы более плотнее, более теснее мы начали сотрудничать с Алашарой. Именно вот с приходом новой команды. У нас был Конгресс малочисленных народов на территории нашей республики. Вот, очень хороший проект был, режиссером которого был молодой, перспективный Ильдар Агачев. Наш коллектив принимал непосредственное участие в подготовке этого театрализованного шоу. Да, я думаю, что он удался нам на славу. Вот, очень хороший проект был. Мероприятия, связанные с проведением абазинских игр, с Днем культуры и флага народа Абаза, плотно сотрудничаем, принимаем активное участие. Как мы знаем, танец отражает характер и дух народа, поэтому для любого народа, в частности, как и для абазинского народа, танец – это неотъемлемая часть в культурной жизни народа. Хотим возродить, не то что придумать, а возродить вот те, которые старинные наши танцы, которые были. Я думаю, с помощью Алашары, с помощью каких-то наших совместных работ в недалеком будущем мы осуществим, честно сказать, мою мечту, что не только у нас не может быть, что только один танец у нас был гуашара, который мы все вместе знаем. Помимо гуашары у нас, я вообще мальчиком был, когда танцевали в Доме культуры аула Псыж. Вот. Старшая группа, танцевальная группа Абазинка, она работала еще абазинский танец харс, я помню его. Он был более мужской, более похож на горский, но, к сожалению, мы его потеряли. На сегодняшний день никак не получится у меня, никак не могу найти время поехать к Агачеву Мухарбию, чуть посидеть, пообщаться с ним. У него очень много чего можно взять. Пока есть наши старшие, пока есть те, которые помнят, нам надо ездить, собирать. Еще помимо этого в планах, чуть-чуть забегаю вперед, может какой-то парный княжеский абазинский танец появится у нас и в программе, может даже и в программе театра танца, может и вообще мы возродим этот танец и передадим какому-нибудь другому ансамблю, которому будет интересно работать этот танец. Ну, у нас его передавать можно только детским коллективам, так как у нас других коллективов нет, подростковых нет, абазинских коллективов. С приходом вот новой команды Алашары, вот что мне в них нравится и по спорту Мурат Лисов, и по культуре Нателла Джамакулова, они вот не стесняются, они интересуются, они могут позвать или приехать, спросить, что нам нужно для дальнейшего развития именно культуры нашего народа. Вот они спрашивают, и у нас состоялся разговор с Нателлой Джамакуловой по поводу хореографического искусства нашего народа. Мы разговаривали, что нам необходимо, что нам делать для того, чтобы создавать какие-то детские коллективы, хотя бы кружки в сельских поселениях. Ну, я объяснял, что вот сейчас по разным программам построились очень много домов культуры. Практически во всех населенных пунктах есть дома культуры, есть куда можно ходить, да, можно приводить детей, уютные, свежие, хорошие дома культуры. Можно приводить детей и заниматься, если там будет педагог-хореограф, который будет правильно преподавать, уметь объединять команду, сделать хорошую команду, можно сделать работу. Один момент, мы договаривались, что с 1 сентября, как дети
приступит к учебному году, что мы будем ездить в общеобразовательные школы, будем разговаривать с директорами школ, чтобы отбор какой-то детей сделать, чтобы мы могли кружки практически во всех абазинских аулах сделать танцевальные кружки. Попросить педагогов сделать какие-то штатные единицы, я не знаю, или с какой-то стимулирующей доплатой, чтобы людям интересно было ездить, заниматься с нашими детками. Здесь, опять-таки, мы с чем сталкиваемся, с какими проблемами. Я это озвучивал и в Алашаре тоже, что вот сейчас мы открываем интернет-ресурсы, и у нас мы забиваем абазинские танцевальные мелодии, и мы ровным счетом не находим ничего. Потому что нету наших абазинских мелодий в интернет-ресурсах. Есть, может, несколько мелодий, это Кашара, Баба Цава, вот такие несколько мелодий, они присутствуют и играют тоже не местные, не наши. Кто услышал, как услышал, сыграл. И на этом спасибо. Большое спасибо те, которые занимались этим вопросом. Озвучивал эту проблему Наталья. Спасибо ей огромное, она услышала этот момент. И сразу же приступили к работе. Она пригласила нашу гармонистку, заслуженную артистку Карачаево-Черкесской республики Мадину Мураткову. Они поговорили о записях абазинских мелодий. Не только танцевальных, но и старинных абазинских мелодий. Вот. Уже одна, насколько мне известно, одна песня вышла, одна мелодия уже вышла. Записывается 2 или 3 мелодии. Ездили в Адыгею, ездили в Кабардино-Балкарию, в студиях звукозаписи, договаривались. Вот сейчас уже мелодии пишутся, и они вот в скором будущем, они уже появятся в интернет-ресурсах, в разных соцсетях. То есть можно будет молодому педагогу, который приехал заниматься в абазинский аул с детским коллективом, можно будет открыть интернет и найти абазинскую мелодию. Уже легче и проще заниматься ему с детьми. Без музыки ровным счетом ничего не получится сделать. Можно пригласить живую, но опять-таки живой аккомпанемент – это дополнительные расходы. Поэтому спасибо Алашаре, сотрудничаем, работают, они нас слышат, работают над этими вопросами. И я думаю, результат не заставит себя ждать. В ближайшем будущем мы увидим, услышим много новых абазинских мелодий, интересных, старинных абазинских мелодий в хорошей обработке. Благодаря Алашаре и нашему сотрудничеству этот проект реализуется. Очень много мероприятий проводит Алашара. И все мероприятия, которые они проводят, они нацелены на то, чтобы объединить народ, сохранить нашу культуру, сохранить нашу идентичность, чтобы мы не растворились вот сейчас в глобальном мире. Сейчас такое время, когда можно что-то упустить, вообще не обращая на это внимания. Поэтому все мероприятия, над которыми занимаются объединение Алашара, они направлены на сохранение нашего культурного наследия. Включая туда даже, бывают у них мастер-классы, как готовилась абазинская еда. Да? Да, национальная кухня, да. Вот. В этом тоже большой плюс есть. Забывают, как готовилось какие-то наши старинные блюда. То есть поколение уходит, новое молодое поколение об этом не знает. Алашара старается доносить до нынешнего, до молодого поколения, что эти блюда были у нас, и они есть, чтобы оно не потерялось. Потом все мы знаем, как проводится День культуры и флага народа Абаза и абазинские игры. Очень большие 2 проекта, очень большие 2 больших праздника, очень грандиозный праздник. Огромное спасибо Мусе Хабалевичу за эту идею, потому что именно у нас заканчивается 23 июля, передают другому аулу, который будет проводить следующие абазинские игры. И все ждут этот год, когда он пройдет, уже не терпится, чтобы мы заново там очутились, заново, чтобы мы все вместе были. Это грандиозный праздник. Все видятся, дети видятся, знакомятся. Все стараются разговаривать на своем языке. С какими-то символиками, футболки, кепки, флажки. Такая
патриотика. Это огромная работа, это огромный большой плюс. Большую основную ответственность возлагают на жителей аула. Вот эти последние 2 года абазинские игры в ПСЖ, абазинские игры в Апсуа, вот как они проводились, как женщины не спали ночами, как они готовились к этим играм, как весь народ, аульчане, занимались, чтобы эти игры прошли на высоком уровне. Я помню, мы с ребятами спускались туда вниз на стадион, постоянно в группах старшие писали: ребята, давайте, надо там покосить, надо это сделать, надо успеть свет сделать, надо... Куча работ было, и весь аул, как один большой механизм, находился там. Вот сейчас в Апсуа тоже на ипподроме у них проводили, весь народ там был. Вот очень такая работа идет, и я вот больше чем уверен, что следующие игры юбилейные, они пройдут в Старокубинске, они пройдут в высоком уровне. Я не хочу не уменьшать уровень Апсуа, Псижа и других аулов наших, которые проводились. Но такая тенденция сложилась, что с каждым годом мы улучшаем, мы поднимаем больше планку. И дай Бог, чтобы она дальше так же продолжалась, чтобы мы могли радоваться, чтобы наши дети могли радоваться. Спасибо Алашаре, что они контролируют вот это все, чтобы оно проходило на достойном уровне. Я считаю, что на очень высоком уровне проходят эти 2 праздника. Для нас, для малочисленного народа, это огромное значение имеет. Хочу пожелать им крепкого здоровья в первую очередь. Во-вторых, терпения и сил. Терпения и сил. Я знаю, с какими трудностями они сталкиваются. Я знаю, какую кропотливую работу они проводят. Очень много моментов есть, где хочется опустить руки, бросить все и уйти. Поэтому я им желаю терпения и сил. Дай Бог, что все намеченные планы, что планируют сделать для того, чтобы улучшить культуру нашего народа, чтобы они все осуществились. А они все осуществимы, если работает одной командой хорошая. Поэтому крепкого здоровья, терпения, сил им, всех благ, что есть на планете Земля, я желаю Алашаре Мусе Хабалевичу.